На думку Анны Грабоўскай-Сівіц, Анжеліка Мельнікова яшчэ ў Беларусі прайшла адмысловую падрыхтоўку. Спецслужбы паставілі перад ёю вельмі канкрэтныя задачы, якія яна выконвала на тэрыторыі Польшчы. Стасункі з былым мужам можна сфармуляваць такую тэорыю, былі формою сувязі са спецслужбамі, то бок сталай падтрымкі, прыкрытай вельмі надзейнай легендай кантакту, бо мелі сямейнае мінулае, агульных дзяцей, і ён тых дзяцей наведваў. Паводле Грабоўскай-Сівіц гэта ідэальна ўпісваецца ў спосаб дзеяння выведкі. Моваю спецслужбаў можна патлумачыць і вельмі спецыфічныя абставіны знікнення экс-спікеркі каардынацыйнай рады. Экспертка зазначыла, што калі б сама была замоўцаю, таксама б ужыла такія інструменты, як крызіс са здароўем і знікненне грошай. Тут размова пра выведзеныя з рахунку фонду «Беларусь Ліберці», які ачольвала Мельнікова, $150 000, як высветлілі кіберпартызаны. Размаўляем з шэф-рэдактарам «The Insider» Тимур Алеўскі ўжо з намі на відэасувязі. Тимур, вітаем, дзякуй вялікі, што знайшлі час далучыцца до нашага эфіру. Вы што думаеце пра гэтую версію, якую агучылі ў польскім тэлебачанні? Слушайте, меня она не удивляет, потому что меня удивляет то, что... Извините. Меня удивляет то, что разведка Польши только сейчас и в таких осторожных выражениях стала публично говорить о связи Мельниковой с белорусскими спецслужбами. Вот почему. Вы, наверное, я был в вашем эфире, когда мы делали наше расследование, захванчивали инсайдеры политика совместные, о том, что у Анжелики был мужчина, который вел себя как куратор спецслужб, постоянно путешествующий с ней по миру, по фамилии Лобеев. И это буквально кадровый сотрудник КГБ Беларуси, ни больше, ни меньше. Не какой-то там непонятный чувак, а прям самый настоящий КГБшник. Но после того, как мы это расследование сделали, киберпартизаны не прекращали узнавать подробности его биографии и выяснили, что он вместе с женой сотрудники разведки, что они занимаются контрразведывательной деятельностью, что он конкретно занимался провокациями в отношении белорусских оппозиционеров и принимал участие в том числе в организации так называемого покушения на Озаренка, которое завершилось посадками людей, состоящих в чате белорусской оппозиции. И что он занимался специальными техниками пикапа, ухаживания за женщинами для того, чтобы их очаровать и влюбить в себя и подчинять своим воле психологически. Причем они занимались со своей женой этим в разных школах пикапа очень давно, начало нулевых буквально. Я не очень верю в этот пикап, но это действительно такая специфическая техника, которая позволяет очень раскрепощенно себя вести в отношении противоположного поля и манипулировать людьми. Все, чему они учат, это качественно манипулировать. Я думаю, что он и без всякого пикапа прекрасно умел это делать, потому что у него работа соответствующая. Вот этот человек очень-очень давно был в окружении Мельникова. Не очень-очень давно, а буквально в 2021 году уже был. То бок фактычна з моманту ейнага з'яўлення на тэрыторыі Рэспублікі Польша. І тут вось у гэтым акурат расследавання кажацца пра тое, што ўзаемаадносіны Анжелікі з былым мужам акурат маглі пацвярджаць вот этой формай сувязі паміж спецслужбамі Беларусі. Вы, калі, Тимур, размаўлялі з былым мужам Анжелікі Мельніковай? Пробачьте. Смотрите, Да. Просто мы вот с тех пор, как вышли все эти расследования, у меня там разные источники пытались с нами связаться и рассказать дополнительные подробности об этом Лобееве, офицере КГБ. И один из таких источников, например, утверждал, что на ее глазах он познакомился с Анжеликой в чате еще в то время, когда она находилась в Беларуси, и, как там говорит наш источник, буквально свел ее с ума рассказами о том, какой он замечательный человек. Причем он разным женщинам в разных чатах представлялся и разную легенду того, кем он является. С кем-то выступал страстным ловеласом, а в отношении Анжелики вел себя одиноким отцом с детьми, который вместе с ней обсуждал вопросы, воспитания
детей. И она его знала еще до того, узнала его лично. Наверное, она не знала, что он из КГБ, но знала его лично еще до того, как она уехала из Беларуси. То есть вокруг нее они вили сеть очень давно, поэтому можно предположить, что в какой-то момент эта сеть затянулась у нее на шее, и она стала с ними сотрудничать. И вот тут, кстати, из того, что сказала сегодня представитель польской разведки, можно предположить, что они не считают ее жертвой, а они ее считают соучастницей этого взаимодействия с белорусскими спецслужбами. Я ничего не знаю про это, не могу это никак комментировать, но на это обращу внимание, потому что можно предположить, что они не думают, что она была жертвой провокации. Я так понимаю из их слов, что они ее воспринимают как агента белорусских спецслужб. Тимур, можна яшчэ такое пытанне агулам па вашаму расследаванню? Вось вы кажаце, што па-першае, вот дэталі вы пачалі казаць, так, про этого Лавеласа, так, офіцера КДБ, і адразу ў нашым апытанні колькасць аўдыторыі, которая не давярае версіі, так, Грабоўскай Сівец, вырасла, так, і упала тых, хто ім давярае. Дык вось, пытанне такое, чаму во што ўпёрлася, в прынцыпе, які затык в гэтых расследаваннях, тому што беларускія расследавальнікі таксама працуюць, Алексей Левончык нават прэмію фінансавую абяцае за відэа, так. Хаця такія відэа яму дасылаюць, і ён не мае даверу да такіх відэаў. Ці вам, Тимур, спрабавалі таксама нейкія відэа дасылаць з жывой Мельніковай на тэрыторыі Беларусі? Так, ну і у чым затык, в прынцыпе, што ўжо невядома, што з Мельніковай уже все інструменты былі выкарыстаны? Но мы так и не могли ее точно идентифицировать, ее местоположение. Мы не понимаем, что произошло в Дубае, откуда она улетела из гостиницы, где была с детьми. Может быть, она и в Беларуси, но это невозможно доказать, потому что мы знаем, у нас есть слухи, которые распространяются людьми, но проверка не дает никаких вообще возможностей эти слухи как-то подтвердить, будто бы она вне Свежи. Вы знаете, мне кажется, если бы она была вне Свежи, то мы бы с вами об этом знали. Я думаю, что если она выходила по Несвежу, и это было бы больше, чем слухи, судя по тому, что ничего кроме слухов нет, у меня есть предположение, что их распространяют те же сотрудники КГБ по каким-то причинам. То есть либо они ее используют где-то в другом месте, либо они не смогли ее привезти в Беларусь, либо происходит что-то странное в ее судьбе, но она нигде так и не всплыла, никаких следов ее нигде не появилось. А вот то, что польская разведка говорит такими туманными и размытыми фразами, это странно, потому что в отличие от журналистов, которые пользуются разными источниками для того, чтобы проследить перемещение людей, или там им нужно общаться с источниками, родственниками, которые могут отказаться говорить и прочее. У польской разведки есть возможность, как будто бы, или должна быть возможность, следить за пересечениями границ. Но, видимо, они сами этого не знают, раз они так расплывчато говорят. Возможно, из Дубая она действительно переместилась на территорию СНГ, а дальше, как говорится, дальше там польская разведка проверять, что она делает, уже не может. Потому что и дальше, видите, как очень важный момент, проверить они не могут, но, видимо, если бы они знали, что она находится в Беларуси и сотрудничает, или там ходит на работу в КГБ, они бы говорили более уверенно. Значит, как я думаю, ни в каком Несвеже нет Мельникова. Где она, не знаю ни мы пока, ни польская разведка. Поэтому предположение есть, но утверждений нет, потому что нету до конца никакого прояснения ее судьбы. Смогла ли она сбежать, стала ли она в другой операции участвовать, оставили ее в покое, или она приехала в Минск. И все это много-много вопросов вызывает. Я вспоминаю, что там, мы разными источниками говорили с людьми, которые ее очень близко лично знали. И в том числе у меня был человек-источник, который с ней общался совершенно точно, я не сомневаюсь, уже после ее исчезновения. И он мне, этот человек, очень убедительно пытался сказать, что она хороший человек и не стала плохим человеком, как про нее думают. Никаких доказательств этому этот человек привести не смог, но этот эмоциональный разговор я очень хорошо запомнил. И он для меня является как бы основанием продолжать ее поиски, а не делать выводы о том, что с ней стало сейчас, потому что вероятность, что она не в Беларуси, все еще довольно велика. И мне кажется, что польская разведка тоже так думает.
Гэта вельмі цікава, Цімур. Зычым, канешне, і вам поспехаў у гэтых пошуках, а мы таксама будзем вельмі удзячныя, калі вы будзеце дзяліцца з намі актуальнай інфармацыяй аб знікненні Анжэлікі Мельнікавай. Дзякуй вялікі. Цімур Алеўскі, шэф-рэдактар з «Інсайдер», быў з намі на відэасувязі.